Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Удары ВВС Турции по позициям курдов в Ираке как ответ на громкий теракт в Анкаре. Через 10 секунд сидения в автобусе подбросило от взрыва. Я напоролся на какой-то кусок металла. Машина была черной. Турецкие власти подозревают в организации теракта членов рабочей партии Курдистана. В пригороде Душанбе найден очередной тайник с оружием и боеприпасами. Его обнаружили ученики местной школы. За прошедшую неделю это уже третья подобная находка. Мы закинули удочки, и они за что-то запутались. Мы стали вытаскивать, думали какие-нибудь железки. Вытащили, а это гранатомет. Бесплатный хлеб для пенсионеров Бишкека. Благотворительную акцию устроила семейная пара с 4 детьми. Каждый день почти берем. Который день там бывает, что не заходим. А так очень приятно. Переговорный процесс по сирийскому мирному урегулированию, прерванный в феврале, вновь продолжился в Женеве. Но еще до его начала правительство и оппозиция Сирии разошлись по вопросу о выборах. Мы считаем, что переходный период начнется с момента падения Башара Асада или с его смерти. Бунт в МГУ. Студенты и сотрудники биологического факультета написали петицию за отмену ужесточенных правил прохода в здание университета. И если университет сочтет, что ему режим важнее сравнительной анатомии, то зачем мне такой университет? А работу я найду. ВВС Турции нанесли 18 воздушных ударов по позициям членов запрещенной в этой стране рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Как сообщает турецкое информагентство «Анадолу», атаки подверглись позиции курдов в районе Кандиль, где базируется руководство группировки. Об убитых и раненых пока неизвестно. СМИ отмечают, что турецкая атака произошла вскоре после теракта в Анкаре. Взрыв в столице Турции, прогремевший в воскресенье, унес жизни, по данным на вечер понедельника, 37 человек. Он произошел на бульваре имени Ататюрка возле автобусной остановки. К ней подъехала машина, начиненная взрывчаткой. В тот момент, когда люди садились в автобус, автомобиль взорвался. Машина подъехала почти к нам. Через 10 секунд сидения в автобусе подбросило от взрыва. Я напоролся на какой-то кусок металла. Машина была черной. Как сообщает агентство «Анадолу», по подозрению в связях с организаторами этого теракта уже задержаны 4 человека на границе с Сирией. Турецкие власти ввели комендантский час сразу в нескольких городах на юго-востоке страны, где преимущественно проживают курды. Они считают, что ответственность за теракт лежит именно на курдских повстанцах. Официально же ответственность за это нападение пока никто на себя не взял. Вероятные версии теракта в Анкаре нашей редакции прокомментировал аналитик Хакан Аксай. Больше говорят о том, что это курды сделали. Какие курды, тут вот я не знаю, потому что, скорее всего, это курдская организация, которая действует в Турции, это ПКК, то есть Рабочая партия Курдистана, или связанные с ней какая-либо организация типа как ТАК, есть такая организация. Но я помню еще такой момент, что после одного из терактов турецкие власти очень спеша заявили, что это сделали курдские террористы из Сирии. Даже они предъявили странным образом оставшийся документ этого террориста, что потом не оправдалось. То есть, возможно, и такое будет официальное толкование, но вот варианты, грубо говоря, два. Это или курдские террористы, или это исламские. Версия о том, что с этим терактом связаны Россия или Иран, или другая страна, у меня таких данных нет. Такие версии повторяются после последних терактов, особенно в тех СМИ, которые подконтрольны государству, но у меня таких данных нет. В пригороде Душанбе был найден очередной тайник с оружием и боеприпасами. Его обнаружили ученики местной школы. За прошедшую неделю это уже третий тайник, о котором школьники сообщили в правоохранительные органы. У нас на связи наш корреспондент из Душанбе Анушервон Арипов. Анушервон, здравствуйте. Какое оружие находилось в тайниках и где его нашли дети? Здравствуйте, Динара. 3 многоразовых гранатомета и боеприпасы к ним обнаружили 2 учеников сельской школы пригородного Душанбе поселка Гульбута. Ученик 5 класса Амир Нодыров и ученик 8 класса Мухаммад Али Мухаммад Азим регулярно ходили к озеру, находящемуся возле их дома. Но в этот раз их удочки поймали не рыбу, а спрятанное кем-то на дне водоема оружие. О находке подростки сразу сообщили в милицию. Мы закинули удочки, и они за что-то запутались. Мы стали вытаскивать, думали какие-нибудь железки. Вытащили, а это гранатометы.
Прибывшие по звонку сотрудники правоохранительных органов в ходе осмотра территории обнаружили еще один тайник с оружием. В нем находились автомат Калашникова, ручная граната и боеприпасы различного калибра. В 50 километрах от Душанбе в Агдатском районе шестиклассница Фарзуна Курбон, решив сократить путь к дому через холмы, во враге обнаружила сложенное оружие. О находке она рассказала своему отцу, полковнику милиции, который вызвал следственную группу. В тайнике был гранатомет и боеприпасы к нему. Трое школьников за последние 3 дня находят схроны с оружием и боеприпасами. И главное, своевременно сообщают в милицию о находках, что помогло избежать трагедии. Если бы о схронах не сообщили, то ими могли воспользоваться в каких-то плохих целях. Могли быть жертвы. За бдительность и высокое чувство патриотизма всех школьников наградили ноутбуками и денежными премиями, сумма которых не уточняется. Родителям вручили грамоты и благодарность за воспитание в детях бдительности, чувство ответственности и внесенный вклад в спокойствие Родины. Также школьники будут иметь льготы для поступления в вузы МВД и учебы за границей. Динара. Спасибо, Анну Шерво. В Узбекистане продолжается смена паспортов старого образца на биометрический. Власти страны ее объявили в административном порядке в 2011 году. Но с 1 января этого года для многих граждан республики, находящихся за рубежом, старые паспорта теперь недействительны и могут быть использованы только для однократного возвращения на родину. Об этом сообщает узбекская служба «Радио Свобода» Узодлик. Смена паспорта для граждан Узбекистана, проживающих за границей, процедура, связанная не только с финансовыми затратами, но и бюрократической волокитой, из-за которой ожидание нового паспорта и возможности вновь выехать за рубеж может длиться в течение нескольких месяцев. Мы побеседовали с журналистом Шахидой Якуб о последствиях, к которым может привести смена паспортов в Узбекистане, которую власти страны объявили срочной. Здравствуйте, Шахида. Почему, на ваш взгляд, власти Узбекистана объявили смену паспортов в срочном порядке? Поскольку мы говорим об Узбекистане, как об одной из самых закрытых постсоветских республик, это событие нельзя назвать рядовым, как если бы это произошло в какой-нибудь другой стране. Проблема здесь состоит в следующем. Биометрические паспорта и любые узбекские паспорта никогда невозможно было получать в посольствах Узбекистана за границей. Надо всегда было приезжать домой и получать паспорт дома. И это очень много проблем, потому что, по меньшей мере, сейчас даже в России работает до 4 миллионов узбекских мигрантов. Представляете, сколько это людей, сколько паспортов. То есть все эти люди должны будут приехать домой только для того, чтобы получить паспорт. Более того, в Узбекистане еще существует старая советская система получения авировских виз, выездных виз, то есть разрешения на выезд из страны. То есть все эти люди приехали, получили новые паспорта. В эти паспорта надо еще вклеивать вот эту выездную визу. И этот процесс занимает от месяца и больше. Соответственно, те люди, такие, скажем, оппозиция узбекская, которая в основном живет за границей, у которой узбекские паспорта, новый паспорт получить не сможет, потому что все не въездные. То есть они просто будут без паспортов просто ходить. Тупо заканчивается их паспорт, больше паспорта не будет. Таким образом, правительство решило для себя проблему неугодных им людей, потому что никто не может приехать домой и получить паспорт. Ну и все прекрасно. Более того, узбекская служба как внутренних дел, правоохранительный орган Узбекистана, точно так же, как и служба национальной безопасности, славится своей коррумпированностью. Надо найти знакомых и еще заплатить денег. Представляете, какая кормушка открывается для тех, кто там сидит вот в этих паспортных столах. То есть, если каждый мигрант приедет и заплатит им еще там, по 100, по 200 долларов, по минимуму, то посчитаем, что если это будет 1000 человек, уже набирается хорошая сумма. В Бишкеке раздают бесплатный хлеб пенсионерам. Благотворительную акцию устроила семейная пара с 4 детьми. В их торговом павильончике каждый день пенсионеры могут получить булку свежевыпеченного хлеба. Почему многодетная и не самая богатая семья решила помочь старикам? В репортаже Джибек Бегалиевой. Те, кто в магазине в первый раз, не сразу верят. Читает надписи, недоверчиво цокая языком, все же берут хлеб. Для пенсионеров он здесь бесплатный. Почти каждое утро пенсионеры приходят, берут именно хлеб, потом начинают считать на молоко. Бывает, у них не хватает. У нас самих родителей пенсионеры. Не знаю, пенсия у них маленькая. С женой посоветовались, решили хоть как-то пенсионерам помочь. И теперь в этом лотке каждый день стоит свежий хлеб. Уже к обеду все булки разбирают. Пенсионеров в районе много, а некоторые вообще приходят сюда издалека. Ну, молодцы. Просто слушай. Мы здесь постоянные покупатели. Каждый день почти берем. Ну, который день там бывает, что не заходим. А так
Очень приятно. О том, чья это инициатива, благодарные старики даже не спрашивают. Ответ им кажется само собой разумеющимся. Ну все же думают, что это правительство. Объяснить всем, что хлеб они каждый день покупают на свои собственные деньги, канад с Радой не хотят. Того, что они зарабатывают в небольшом магазинчике, на их большую семью хватает. Так и живем. У нас 4 девочек. Мы даже и не думали ждать благодарности, потому что куда еще будем, хлеб есть, сахар есть. Дом есть. У нас есть то, что некоторые люди... У людей просят. нету, да. Делиться с другими хочется, когда у тебя все есть, говорит Канат. Ему для счастья, как оказалось, не хватало только Рады. С супругой они вместе 15 лет. Девушка, вас как зовут? Рада. Понимаешь, что вы рады знакомству? Вас как зовут? Радмила. Ой, извините, девушка, так познакомились. Через полгода поженились. С тех пор благотворительность для многодетной семьи уже традиция, будь то поход в дом престарелых или раздача бесплатного хлеба. Для 4 дочек, считает Канат, это самый лучший пример доброты. Наверное, он самый счастливый папа, я так думаю. Его окружают одни девочки. Дибек Бегалиева, Азат Интумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Алматинский зоопарк потерял 6 снежных барсов. Как утверждает его руководство, они пали из-за болезней. Однако городские активисты сомневаются в естественной смерти краснокнижных животных и требуют тщательного расследования их гибели. Наш корреспондент Дмитрий Беляков пытался выяснить, как исчезли снежные барсы и почему жители Алма-Аты не верят руководству зоопарка. Алматинский зоопарк в центре крупного скандала. За период с 2009 по 2014 год в стенах зоопарка умерло 6 краснокнижных снежных барсов. Некоторые общественные деятели и журналисты ставят вопрос иначе. Быть может, ирбисы не погибли, а были проданы в частные зоопарки, либо их смерть была неестественной. Бурное обсуждение этой темы началось после публикации видео, на котором новый директор зоопарка Канат Каримов не дает прямого ответа на вопрос, что случилось с барсами. Девушка, извините, я работаю 4-й месяц, и вот куда они подевались раньше, я не могу ответить. Коллеги, я хочу вам сказать... Этот видеоролик наделал много шума в социальных сетях. Снежный барс – символ Алма-Аты, и судьба 6 кошачьих многим горожанам не безразлична. Подлила масло в огонь и публикация в Твиттере фото одного из ресторанов в парке Коктюбе, где на стене висит шкура ирбиса. Комментаторы сразу предположили, что шкура снята с одного из погибших в алматинском зоопарке барсов. Директор парка Нурлан Казиев подтвердил, что шкура настоящая, ее подарил заведению клиент около 10 лет назад, но кто именно, якобы уже и не вспомнишь. Общественники сразу же потребовали от руководства зоопарка предоставить останки животных на ДНК-экспертизу. Подозрение вызывает то, что нынешний директор зоопарка ничего не может сказать о шкурах барсов. А стоимость шкуры барсов достигает $60 000. Как я уже говорила, внутренности диких хищных кошек, их различные части тела используются для приготовления дорогих лекарств азиатской медицины, китайской медицины, например. Канат Каримов – 5-й директор зоопарка за прошлые 4 года. По его словам, предыдущий руководитель не смог передать ему дела по состоянию здоровья. После шумихи вокруг видеозаписи зоопарк посетили представители природоохранной прокуратуры и Комитета лесного хозяйства и защиты животного мира. Документы и акты по 6 погибшим ирбисам были подняты из архивов, и с ними может ознакомиться любой желающий. Есть предприятия, которые имеют лицензию, имеют специальное оборудование, которое кремирует, уничтожает трупы. И она же несет ответственность. Это лицензируемый вид деятельности. Не каждый может заниматься утилизацией животных. У него должен быть специальный полигон, специальное оборудование должно быть. То есть это достаточно большая процедура. Составляется руководством зоопарка акт о ликвидации. Составляется, люди же не один человек подписывает, 7 человек подписывают этот документ. По словам нынешнего руководства зоопарка, продать или передать барса просто невозможно. Каждое животное на учете международной комиссии. Все данные находятся в единой базе. У всех 6 погибших барсов диагнозы схожи – заболевания легких. Вполне возможно, что место для содержания ирбисов было подобрано неправильно, а профилактика заболеваний не была на надлежащем уровне. Я видел и обследовал то место, где они содержались. Может быть, место было недостаточно удачно подобрано для того, чтобы барсы находились там. Все-таки это вдоль речки,
теневая сторона была, может быть. Тем не менее, слова нынешнего руководства зоопарка не вызывают у общественности полного доверия. Алматинцы хорошо помнят, что в 2013 году были официальные заявления главы попечительского совета зоопарка Раимбека Баталова о том, что экс-директор учреждения продал в Киргизию 3 детенышей амурского тигра. Был грандиозный скандал, тигрят вернули, но директора зоопарка даже не задержали. Возникают вопросы и по выделенным в прошлом году меценатами средствам для реструктуризации зоопарка. Наши меценаты Раимбек Баталов, глава попечительского совета зоопарка, с группой меценатов выделили более $2,5 миллионов на содержание зоопарка. В числе этих $2,5 миллионов 70 миллионов тенге было выделено Сержаном Жумашевым на содержание именно снежного барса. Где эти деньги, на что они потрачены? По словам директора зоопарка Каната Каримова, все эти средства находятся на счету фонда поддержки Алматинского зоопарка. И никакого доступа к ним, кроме самих меценатов, никто не имеет. На эти деньги в текущем году должно начаться строительство 2 новых вольеров. Один из них как раз будет предназначен для ирбисов. Руководство зоопарка считает, что большой шум вокруг истории со снежными барсами не случайен и напрямую связан с тем, что новый директор неудобен некоторым лицам, привыкшим иметь доход зоопарка. Ну, здесь на территории Алматинского зоопарка было размещено достаточное количество развлекательных аттракционов. Ну, я не то что подозрение, меня достаточно официально в этом, в приватном разговоре уведомили, что мы не смогли с вами договориться, тогда у нас будет другой директор, с кем мы договоримся. Как раз на месте бывших аттракционов и должно начаться строительство вольера для снежных барсов. По информации руководства зоопарка, после окончания строительства в Алма-Ате появятся 2 пары ирбисов. Но только после обучения местных специалистов и получения разрешения от Международной комиссии по снежным барсам. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Далее в программе. Переговорный процесс по сирийскому мирному урегулированию, прерванный в феврале, вновь продолжился в Женеве. Но еще до его начала правительство и оппозиция Сирии разошлись по вопросу о выборах. Мы считаем, что переходный период начнется с момента падения Башара Асада или с его смерти. Бунт в МГУ. Студенты и сотрудники биологического факультета написали петицию за отмену ужесточенных правил прохода в здание университета. И если университет сочтет, что ему режим важнее сравнительной анатомии, то зачем мне такой университет? А работу я найду. Судьба Башара Асада может помешать новому раунду переговоров между сирийской оппозицией и правительством этой страны. Переговорный процесс по сирийскому мирному урегулированию, прерванный в феврале, вновь начался в понедельник в Женеве. Еще до его начала оппозиция заявила, что не видит политического урегулирования при участии президента Сирии. В ответ глава МИД Сирии, который представляет правительственную делегацию, сообщил, что вопрос об отставке Асада на переговорах обсуждаться не будет. Мы считаем, что переходный период начнется с момента падения Башара Асада или с его смерти. Нет никакой возможности начать этот период, когда правит этот режим, или глава этого режима имеет власть. Мой им совет. Пока они придерживаются идеи, что Башар Асад должен идти в отставку, они могут забыть о переговорах. Судьба поста президента – это красная черта. Обсуждать эту тему мы будем только с сирийским народом. Если в их головах еще есть подобные фантазии, то нам не о чем говорить. Тем не менее, сторонам придется достигнуть соглашения. Планом «Б» может быть только возвращение к войне. Такое заявление сделал спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, который выступает в качестве посредника в дискуссии между делегациями официального Дамаска и оппозиции. Де Мистура пообещал, что слово на переговорах получат все. Но если он не увидит стремление конфликтующих сторон к диалогу, сирийский вопрос вновь вернется в Совет Безопасности ООН. Если во время этих переговоров или следующего раунда мы не увидим какого-либо желания вести переговоры, мы сделаем то, что хотим и уже ранее делали. Мы вернем вопрос обратно к влиятельным сторонам – России, США, членам МГПС и Совету ООН. Тем временем в самой Сирии, где официально с 27 февраля действует режим перемирия, все еще слышны выстрелы. Представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что ракетные удары правительственных войск Сирии, жертвами которых регулярно становятся мирные жители, являются очевидным нарушением режима прекращения огня, ввести который удалось благодаря содействию России и США. Министр иностранных дел Великобритании Филипп Хаммонд высказался еще более прямолинейно.
Мы ожидаем, что господин Путин способен вызвать президента Асада и сказать ему, чтобы он прекратил бомбардировки и нападения на районы, подконтрольные оппозиционным силам во время перемирия, и соблюдал обязательства, которые Россия торжественно взяла на себя от имени своего клиента, сирийского правительства. И господин Путин должен получить контроль над его протеже и убедиться, что он играет по правилам, на которые согласилась Россия. Бунт на биофаке МГУ. Так уже окрестили историю недовольства ученых и студентов Московского университета новыми правилами пропускного режима. Сотрудники биологического факультета опубликовали петицию за отмену чрезмерно жестких правил прохода в здании университета и собрали почти 3000 подписей. С бунтарями встретился Вадим Кондаков. Вот она причина недовольства сотрудников и студентов биофака. Турникеты на входе в здание и строгий охранник, бдительно проверяющий пропуска. Эпицентр недовольства здесь, в этой заставленной книгами и приборами лаборатории. Автор петиции Александр Кузнецов рассказывает, зачем он устроил весь этот бунт на биофаке. В условиях, когда наука в нашей стране находится, конечно же, в упадке, университет, который закрывает двери просто от ищущих знаний, от тех, кто хочет приобщиться, и от детей, он лишает себя будущего. Университет стал режимным объектом после того, как ректорат ужесточил правила прохода в здание МГУ. Этим и недовольны сотрудники биофака, ведь факультет всегда был открыт для гостей. А теперь для того, чтобы встретить нас, например, пришлось повозиться с бумагами. Заполняется бланк, тут вписываются имена, цель визита и ответственный сотрудник, который вот за это отвечает, его контактный телефон. И дальше бумажка подписывается заведующим кафедрой и заместителем декана. А ведь уже много раз случалось, что из-за охраны на входе сюда не могли попасть, например, академики РАН, из-за того, что забыли удостоверение, или целые школьные группы, потому что списки на вход куда-то потерялись. Что уж говорить о знаменитых биологических кружках, проводить которые из-за новых правил стало очень трудно. Это абсолютно немыслимо оформлять там каждую осень на 100 человек, предположим, пропуск. Но мне нужен штат сотрудников был бы. МГУ и так славен тем, что на его территории есть целое отделение полиции, но за пропускным режимом следят частные охранники, которые, как говорят преподаватели, с реальной угрозой справиться не могут. Так было, например, с зоозащитниками, которые уже врывались сюда, чтобы освободить лабораторных животных. Как минимум 2 погрома вивариев у нас было серьезных. И никакая охрана, которая уже к тому времени всячески зверствовала, она не помогла против этих людей. Они как-то вошли, они дошли до вивария и его погромили. Подписи против пропускного режима в МГУ, без малого 3000, уже отнесли ректору. Теперь ждут ответа. Я эту стопку из 136 страниц всю отнес в канцелярию. Никаких звуков. Меня на прием, на аудиенцию не записали, сказали, ждите, когда дело будет рассмотрено. Сотрудники биофака, что начали эту борьбу против закручивания гаек, понимают, что руководство университета может жестко отреагировать на это, к чему, кажется, готовы. Вот я преподаю сравнительную анатомию позвоночных животных. И если университет сочтет, что ему режим важнее сравнительной анатомии, то зачем мне такой университет? А работу я найду. Происходящее в МГУ они сравнивают с ситуацией в стране. Мол, у них, как и в целом по России, все процессы идут лишь в сторону ужесточения. А тех, кто этим недоволен, называют бунтарями со всеми вытекающими последствиями. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.